Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на июнь 2020 года для львов. Посмотрим, что ждет львов в этот месяц. Очень хорошие карты выпадают. И вообще этот месяц, он прям для всех знаков такой хороший, переломный, видимо. Новый несет возможности. И вот львы не исключение. Теперь посмотрим. Отношения, 3 карты. Чуть-чуть подвинем. Работа, 3 карты. И финансы, 2 карты. И будем подсказывать из цыганской колоды, если нам что-то будет неясно. Опять же, старший аркан колесницы выпадает львам. Это карта, которая говорит о том, что у вас могут быть какие-то важные подвижки в отношениях, во взаимоотношениях, какие-то новые договоры, выход из ситуации сложной, особенно если это касается, допустим, отношений, которые уже вот чуть ли не до развода дошли, да, это может быть выход как в лучшую сторону, так и в худшую, то есть вы можете как выйти из отношений благополучно, то есть легко разрешить вопросы с разводом, либо можете наоборот помириться и снова быть вместе. Давайте посмотрим. Ну вот карта не хочет нам говорить. Карта здесь все-таки как бы вашего выбора свободного, да, когда вы решаете, как вам лучше. Вот, все-таки смотрите, если вам с человеком очень комфортно и вас он не ограничивает вашей как бы индивидуальности, то тогда с ним нужно оставаться. Может быть, просто какие-то мелочи не дают вам вместе быть, и карты призывают подумать хорошо, прежде чем разводиться. Но если у вас какие-то сложности непреодолимые, да, то тогда очень легко можно из этого состояния выйти. Также это карта путешествия, это карта продвижения по службе, карта, когда мы, знаете, пытаемся понять, кто в отношениях главный, да, вот я или муж, или я или жена, да, вот получается, как бы такие могут быть вопросы очень важные для вас. Ну и вообще эта карта, связанная с домом, то есть это мы уезжаем из дома, приезжаем домой. Карта, связанная с саморазвитием, когда мы занимаемся не только развитием своих профессиональных качеств, но и какие-то внутренние качества развиваем, духовность свою развиваем, или стремимся занять какое-то достойное место в обществе. Теперь первая часть месяца, первые 10 дней выпадает туз чаш. Карта замечательная, карта, которая означает самореализацию. Да? Это может быть как бы самореализация в отношениях, в работе. Это может быть новый источник дохода какой-то, который вам как бы дает деньги очень легко, приятным способом вы их можете зарабатывать. Встреча с прекрасным человеком, разрешение любых вопросов со своей второй половинкой, примирение. В общем, все здесь самое лучшее. Здесь такое счастье, очень эмоциональная карта, которая говорит о том, что здесь действительно что-то новое приходит в вашу жизнь. Если вы уже давно вместе, отношения обновятся. Если вы ищете партнера, вы его встретите. Если ищете работу, она будет, причем по душе. В общем, все здесь очень хорошо разрешается. А с 10 по 20 у нас король чаш. Карта говорит о том, что вы здесь будете очень чувствительны. Вы будете, может быть, очень остро реагировать на ситуацию. Если рядом с вами будут люди, вы будете их очень хорошо понимать, способны будете их понять, поддержать, позаботиться о них, защитить и так далее. Если это профессия, то вы будете себя выражать очень ярко в ней, да, может быть, как-то творчески выражать. В общем, карта, которая связана, знаете, с такой глубиной, когда нам хорошо, когда мы счастливы, когда мы ничего вокруг не замечаем, как бы немножечко, может быть, даже такой выдуманный мир, но он очень такой счастливый. Причем по этой карте очень часто могут приходить какие-то большие деньги совершенно неожиданно. И третья часть месяца у нас, окончание месяца,
император, старший аркан. Здесь вы уже как-то закрепляете свои позиции. Если, допустим, в начале месяца были какие-то сложности в отношениях, какой-то переход трудный, может быть, связанный с работой, с переездом, с путешествиями, с отношениями, все здесь закрепляется, да, все здесь становится на свои места, вы уже как бы хозяин своей жизни, вы в безопасности, деньги у вас есть, в общем, все хорошо. Либо появляется человек, который вам может оказать такую помощь, поддержку, и вы будете чувствовать себя как за каменной стеной. Да, смотрите, здесь будет человек очень сильный рядом с вами, либо вы станете сильнее. Посмотрим взаимоотношения, какие будут у львов в этом месяце. Для тех, кто в поиске партнера, карта говорит о том, что вы можете встретить человека очень интеллектуального, очень умного, который зарабатывает, вот, кстати, своим разумом, умом. Может быть, у вас будут разные интересы. Может быть, иногда вы будете не понимать друг друга, и, может быть, этот человек не сразу вам откроется, или вам будет казаться, что он вас обманывает. Ну, подольше нужно с ним пообщаться, чтобы лучше понять. Но, в принципе, здесь обман возможен, конечно, по этой карте. Будьте осторожны, да, не доверяйте слишком чужим людям. Не рассказывайте сразу всего о себе, лучше приглядитесь к человеку. А для тех, кто в паре, девятка бубновая говорит как раз о окончании какого-то периода. Причем вот то, как было, уже больше не возвращается. То есть вот мы говорили о разводе, вполне возможно, если вы к этому готовились. А если же это сохранение отношений, то тогда они переходят на новый уровень, и вы уже больше, ну, как бы никогда не выясняете отношения вот по поводу того, что было раньше. То есть все, абсолютно все обновилось, и возврата к старому нет. Здесь такой, знаете, хороший период для принятия решения. Ну, смотрите, вот дополнительная карта, вот я достала, десятка червовая выпадает. То есть, смотрите, здесь у вас вы, наоборот, станете доверять, какие-то испытания, может быть, пройдете, какие-то потери будут у вас, и вы станете еще больше друг другу доверять, либо вернется ваше былое доверие, верность. В общем, здесь все у вас нормализуется. Хотя какой-то сложный период в отношениях будет. Что-то, может быть, потери какие-то, может быть, разрушение доверия, может быть, ссоры какие-то очень серьезные, выяснение отношений. Но в любом случае, вот у вас есть возможность тут выйти на новый уровень, начать заново, помириться, да, вот какая-то трансформация. Если даже это не сразу происходит, то это со временем произойдет. Для тех, кто в ссоре, шестерка червовая говорит о том, что вы легко сможете помириться. Так, теперь работу посмотрим. Работа. Для тех, кто в поиске работы, у нас король пиковый говорит о том, что вы будете очень довольны, найдете то, что нужно, закончите, наконец, свои поиски, и будет вам счастье. То есть здесь, знаете, карта такой абсолютной какой-то безмятежности, абсолютной уверенности в том, что все хорошо, вот вы завершили то, что нужно было для вас. Хорошая карта, которая говорит о том, что вы удовлетворены вот той работой, которую найдете, что вам предложат. Кстати, здесь может быть поддержка влиятельных лиц, властей, вот поддержка может быть профессионалов каких-то, которые вот вам работу могут помочь найти. А для тех, кто уже работает, семерка бубновая, карта говорит о том, что у вас очень много общения, очень много коммуникаций, и, скорее всего, вот ваша работа, она будет целиком в этом месяце зависеть от того, насколько вы много общаетесь, пишете, звоните, насколько вы умеете ладить с людьми. Могут быть какие-то очень важные документы, телефонные разговоры, встречи, контакты, контракты и так далее. Кстати, здесь может быть и подписание нового какого-то контракта или договоренности по работе. Для тех, у кого свое дело, восьмерка червовая. Карта говорит о том, что вы либо здесь занимаетесь какой-то темой дома и всего, что с ним связано. Допустим, ваша работа связана как раз с недвижимостью или связана с предметами обихода, да, в общем, что-то такое с домом связано.
тогда это очень удачный для вас месяц. Для всех же остальных это работа дома, может быть офис дома или семейный бизнес, тоже очень удачно. Либо это просто отдых с семьей и работа, может быть, ну, полмесяца или как-то вот. Кстати, карта говорит о том, что нужно доверять своей интуиции, и, может быть, в работе вам будут помогать ваши домашние. А теперь посмотрим денежки. Для тех, кто на зарплате, какие-то перемены у вас. Может быть, знаете, даже ваш партнер здесь принесет деньги в этом месяце, да? Но перемены какие-то есть, но они к лучшему в ваших деньгах. Неожиданно, причем вы это можете узнать. Теперь для тех, у кого свое дело, 8 бубновая говорит о том, что все ваши финансовые проблемы разрешатся. Если хотели что-то продать, купить, вы это сделаете. Договориться с каким-то крупным поставщиком или партнером, вы это сделаете. В общем, абсолютно на все вопросы можно ответить «да». Очень хорошая карта для того, чтобы зарабатывать. Какие-то новые источники дохода могут открываться. Просто вот начинает вести. И причем это здесь от внешних условий зависит. Допустим, вы раньше то же самое делали, не получалось, и сейчас начинает получаться. Совет. Совет. Карта говорит о том, что прекратить делать то, что не приносит результата. Прекратить отношения, которые делают несчастными. Прекратить ссоры, скандалы, улучшить отношения. То есть вот от чего-то нужно отказаться ради чего-то нового. То есть это не просто вот уход чего-то и все, да, нет, здесь одно меняется на другое обязательно. Ну и также здесь карта, знаете, ошибочного какого-то восприятия. Вот особенно это в середине месяца может быть. Вы можете как-то неправильно истолковывать поступки, допустим, своего партнера, людей, самого себя как-то неправильно видеть. Может быть, впадать в депрессию или, может быть, какие-то вот неприятные могут быть вещи. Вот карта говорит о том, что нужно попрощаться с вредными привычками. Есть возможность в этом месяце с этим справиться, особенно вот в последней части месяца. И вообще любые проблемы решить. Вот очень такой трансформационный месяц у львов июнь. Друзья, желаю всем прекрасного месяца. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.